О самых заметных событиях в пятницу вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Второй форум «Цифровой алмаз» уже история. Завершился второй насыщенный день. Подписаны соглашения, провели множество мероприятий. Расскажем главное. На коллегии Минтранса подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Озвученные примерные сроки открытия ледовых переправ. Некоторые уже открылись. Качество школьного воспитания обсудили учителя на педагогической промо-ярмарке в Якутске. Какие еще темы затронули? 100 лет исполнилось со дня рождения Василия Иванова, личности, имеющей историческое значение не только в республике. В Мирном к юбилею собрались общественности и близкие родственники. А якутские многоборцы завершают спортивный год. В столице проходит Кубок Федерации по Северному многоборью. Какие виды вошли в финальные соревнования? В Якутске завершился двухдневный федеральный форум «Цифровой алмаз». Открыли второй день форума сразу два мероприятия на разных локациях. Подвели промежуточные итоги арктической стартап-экспедиции в креативном кластере «Квартал труда» и республиканский хакатон в точке кипения. Затем торжественно открыли финал всероссийского конкурса «Моя профессия IT». Подробности самых значимых событий у Марферины Алексеевой. Второй день форума ознаменован рядом стратегических решений. Так, Фонд национальных технологических инициатив выделит Якутии 100 миллионов рублей на открытие новых кинозалов. Еще 123 новых кинозала откроются в малых селах Якутии по проекту «Экстра Синема». Сегодня в республике уже действует 27 залов. В следующем году за счет регионального бюджета откроется еще 23 и 100 залов с помощью национальных технологических инициатив. Так в Якутии будет создана сеть, которая по масштабу будет единственной в России. «Экстра Синема» на этом не останавливается. На форуме они представили новую модель кинопроекта. Проектор разработан специально для больших учреждений, для домов культуры, для университетов. Он очень яркий и имеет встроенный медиасервер, который может любой зал практически превратить в кинозал и демонстрировать там лицензионное кино. То есть, если наша первая модель проектора была для небольших населенных пунктов, там, до 10 метров ширины экрана, а этот уже может работать до 14 метров ширины. Лучшую креативную практику Якутии масштабировали на 18 регионов России. Так, дальневосточная стартап-экспедиция переросла в арктическую. Это конкурсная презентация проектов по 8 направлениям. На форуме состоялся финал по разработке игр. Мы подводим итоги по 4 из них, предварительные итоги. Это у нас прошли, получается, с сентября по текущий день. По анимации в Хабаровске, по кино в Мурманске, по дизайну одежды в Биробиджане. И здесь, на площадке «Цифрового алмаза», 12 разработчиков игр представили свои проекты. И в каждом из направлений один победитель получает приз в сумме 1 миллион рублей. Уже есть первые какие-то от экспертов, например, от Сколково, уже заинтересованность в том, чтобы развивать эти проекты, потому что большой потенциал в них. Арктическая стартап-экспедиция может стать международным проектом. Участие в нем могут принять страны Азии и Ближнего Востока. Об этом на форуме заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чукунков. Мы активно сейчас развиваем сотрудничество со странами, которые разделяют позицию России, уважают позицию России, защищать суверенные ценности, защищать многополярный мир сотрудничества, гармонии. И такие наши крупные страны-партнеры и в Азии, и на Ближнем Востоке, и во всем мире, я уверен, будут заинтересованы участвовать в таком формате. Поэтому будем работать над тем, чтобы стартап-экспедиция вовлекала в себя все больше ребят, профессионалов и с Дальнего Востока, и с России, и со всего мира. Новшество форума этого года – практические сессии. Это прямое взаимодействие участников и экспертов, обратная связь и реальные действия для осуществления тех или иных предложений. Уже сегодня видны положительные результаты практических сессий. В результате этого форума, в котором принимают участие много руководителей региональных органов власти со всей Российской Федерации, связанных с цифровой трансформацией, будут подготовлены ряд практических
предложений для реализации крупного национального проекта, который в нашей стране стартует, экономика данных. И, конечно же, здесь вот я считаю, что как раз такие мероприятия, как наш цифровой форум, цифровой алмаз, на котором встречаются именно практики, это будут те площадки, с которых будут генериться те предложения, которые потом уже найдут свое воплощение в нашем новом национальном проекте. Это очень важно, это очень нужно. Закрытие форума ознаменовалось награждением участников мероприятий форума «Цифровой алмаз». За 2 дня форум посетило более 2000 участников. Подписаны десятки экономически важных соглашений для реализации инициатив в сфере высоких технологий, образования и финансирования проведения интернета в удаленные поселения Якутии. Республика в очередной раз объединила регионы в сфере креативных индустрий и подтвердила высокий статус развития в этой сфере. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Число подписчиков госпабликов в Якутии достигло 400 тысяч. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом республики Василий Десяткин. Он добавил, что этот показатель свидетельствует о высоком интересе и доверии граждан к официальным источникам информации. На сегодня почти 2500 организаций республики представлены в соцсети ВКонтакте, в городах и в самых отдаленных поселках. Официальные страницы госучреждений позволяют быстрее решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств. По итогам мероприятия наградили лучшие госпаблики. Госпаблики в том числе выполняют очень важную функцию вот именно обратной связи, где житель может оставить не только жалобу, как мы привыкли это видеть, но и простое обращение. Да? То есть особенно это касается школ, детских садов, тех учреждений, где большая аудитория, да? То есть людей, пользующихся услугами этого учреждения. Конечно, это служит еще и каналом обратной связи. Администратор госпаблика, увидев вопрос, адресованный организации, он, соответственно, берет это в работу и отвечает. Якутия принимает участие в голосовании за лучшую экспозицию в рамках международной выставки форума «Россия на ВДНХ» в Москве. Победители определят по 11 номинациям. Лучшая из лучших, самая оригинальная, самая познавательная, с заботой о природе, сохранение традиций, лучшая для детей, прогресс, инновации и другие направления. Для того, чтобы проголосовать за Якутию, нужно на сайте зайти в раздел «Голосование» на главной странице. Далее выбрать республику на карте, поставить галочки напротив приглянувшихся номинаций и нажать на кнопку «Проголосовать». Реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и задачи на грядущий год обсудили в ходе коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. В этом году приведены в нормативное состояние более 290 километров дорог. Из них порядка 260 километров – это региональные дороги, а 28,5 километров – улично-дорожная сеть столицы. Отмечено, что на данный момент республика занимает первое место на Дальнем Востоке по укладке дорожного покрытия. Сейчас идут работы на 32 объектах. Особое внимание в уходящем году уделено реконструкции аварийных мостов. Так, в этом году построено 3 мостовых перехода, а на территории Ленского района завершена реконструкция юбилейного 50-го моста. Ну а ледовую переправу по направлению Хатасы-Нижний Бестях через реку Лену по примерному графику планируют открыть 11 декабря. Открытие переправы Кангаласы-Барагонцы ожидается 25 декабря. Сейчас на основном русле реки Лены со стороны Якутска ведут работы по расчистке ледяных обломков и намораживанию льда. Отмечается, что ширина 4 полос составит 10 метров, из них 2 резервные. На сегодняшний день в Якутии функционирует 6 ледовых переправ на территории 6 районов республики. Сегодня открыли проезд через реку Амгу в Амгинском районе. Но в Хангаласском улусе ледообразование на реке Лени отстает по причине аномально теплой погоды. До сих пор местами видны открытые участки воды. Толщина льда не превышает 15 сантиметров. Как это повлияет на сроки открытия ледовых переправ в районе, узнавала Виолетта Засимова. С 20 ноября стартовал первый этап ежегодной межведомственной акции «Безопасный лед», в рамках которой сотрудники ГИМС, ГИБДД и члены административной комиссии УЛУСа выходят в совместные рейды по соблюдению запрета выезда транспортных средств на лед. Впрочем, нынче любителей острых ощущений не наблюдается. Ведь какой водитель решится выехать на лед, видя на реке открытые участки воды? Состояние льда, как все видите, непонятно, когда встанет эта наша река. Я думаю, во второй половине декабря
уже будет нормальный режим, мы войдем. Лед сейчас в данный момент средняя толщина 15 сантиметров по последним замерам. Ну, это достаточно для пешеходного перехода. Для транспорта еще рановато. Выезд на лед запрещен не только автомобилям, но и снегоходам. По республике в период с октября по ноябрь месяц было зафиксировано 5 происшествий с гибелью 6 человек. И в нашем районе, ну, слава богу, пока происшествий не зафиксировано. Ну, в основном по республике эти происшествия были зафиксированы. Ну, транспортные средства — это бураны. То есть на снегоходах сейчас пока тоже нельзя выезжать? Да. Не то, что на большом транспорте, да? Да. А пока что жители района пересекают реку пешком. Также среди льдов можно заметить любителей подледной рыбалки. Много людей пешеходов ходит? Ну, до меня вот человек 10 прошло. Сколько примерно минут идти? 30. А сейчас пешеходам опасно ходить или как? Пешеходом что там, проблем нет здесь пройтись. Просто надо маленько деньги, чтобы старикам удобно ходить было. Ну там уже тропинку сделали, да? Да. Тропинку протоптали на месте, где должна проходить ледовая переправа Покровский-Рдем. К слову, из года в год именно эта небольшая переправа открывается первой в районе. Нынче когда ожидать открытия ледовых переправ на территории нашего района? Ну, это сказать сложно. Все зависит от погодных условий. Сейчас стояли очень теплые дни, поэтому у нас лед пока еще не окреп. Ну, ориентировочно где-то в середине декабря месяца. МЧС напоминает водителям транспортных средств: вы в ответе за жизни пассажиров. Будьте благоразумны. Не выезжайте на лед до официального открытия ледовых переправ. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Более 1500 якутских семей получили субсидию на газификацию дома с начала этого года. За счет республиканских и федеральных средств они проложили трубы внутри участков, купили, установили газовые плиты. Также меры поддержки воспользовались участники спецоперации и члены их семей. Общая сумма субсидий на этот год превысила 200 миллионов рублей. Напомним, соцгазификацию проводят благодаря поддержке главы Якутии и с помощью госпрограмм Минпромгеологии и Минтруда Республики. Наибольшее количество заявок на газификацию поступило от жителей Горного, Чурапчинского, Вилюйского и Мегино-Кангаласского районов, а также города Якутска. В агротехнологическом университете заканчивается школа фермера, где прошли обучение 17 скотоводов и 16 коневодов. Курсы продлились 5 недель. За это время слушатели школы фермера познакомились с передовым опытом ведения хозяйства, новейшими агротехнологиями, а также прошли практику в сельхозкооперативах в Намском и Хангаласском улусах. Сегодня участники образовательного федерального проекта сдавали экзамены, после чего получили удостоверение о переквалификации. Также у них появляется возможность стать обладателями сельхозгрантов. В будущем мы хотим быть фермером, фермерским хозяйством там, и обучались в школе фермера. Мы были в Тастах, Намского улуса, Партизан и ФАПК Туймада. Мы научились бизнес-план создать и как там скот держать. Мы приехали из разных улусов, с Нюрбы, с Чурапча, Тата. Насилие и жестокое обращение, пренебрежение нуждами детей в настоящее время считается одной из важнейших проблем общественного здоровья и ведущей причиной детского травматизма и смертности, асоциального поведения детей, нарушения психического, личностного и физического развития. Семинар-тренинг для специалистов, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними прошел в Нерюнгри с целью расширить и детализировать знания педагогов о проблеме насилия над детьми, содействовать выработке профессиональной компетенции в правовом воспитании, повысить уровень оказания психолого-педагогической помощи дошкольникам, оказавшимся в ситуации жестокого обращения со стороны взрослых. Проблема психологической травмы, она сейчас выступает на первый план. Она всегда была актуальна, но сейчас появляются новые знания, которые мы имеем возможность использовать в работе, чтобы повысить качество жизни детей, семей,
У нас следующий год годом семьи объявлен, и мы готовимся к тому, чтобы работать в этом направлении, чтобы дети, которые пострадали, стали жертвами преступлений, каких-то посягательств, чтобы они получали доступную, качественную помощь. Площадкой обмена профессиональным опытом стала и городская педагогическая промо-ярмарка качества школьного воспитания, условия и инструменты реализации. На мероприятии провели квиз для родителей, экспертный турнир, демонстрационную площадку по профориентации и многое другое. Подробности в материале Даяны Федоровой. Вторая по счету промо-ярмарка собрала порядка 150 педагогов и специалистов общеобразовательных учреждений. На 5 площадках участники говорили об инструментах, которые используют для воспитания подрастающего поколения. Это очень хорошая площадка для того, чтобы обменяться профессиональному сообществу мнениями, поделиться опытом, возможно, наметить какие-то траектории развития для дальнейшего. В вопросах воспитания более четче наметим свой маршрут и более слаженнее будем решать некоторые вопросы. На площадке «Постерная сессия» педагоги продемонстрировали свои проекты воспитательных направлений. Эксперты оценивали по 5 критериям. Это и креативность, профессионализм, соответствие целям и задачам. Всего на площадке было представлено 17 проектов. Проекты очень интересные. Вот 31-я школа, лого-кабинет, да, как специалисты молодые, но очень живые, интересные. Мне кажется, если и в дальнейшем они с таким же энтузиазмом будут работать, развивать свой проект, это будет большое дело, большой вклад и в развитие конкретного ребенка, да, и в целом воспитание, образование нашей столицы. Анна Конова, участница постерной сессии, считает, что подобные мероприятия позволяют работникам образовательной сферы познакомиться с инновационными течениями и подталкивают к взаимодействию в развитии общих проектов. На этой выставке я представляю свой опыт работы по налаживанию международных дипломатических отношений, в данном случае с нашим стратегическим партнером Китайской Народной Республикой. И на своем постере я демонстрирую то, как наша школа продвигает дружбу между народов, взаимное понимание, взаимное действие и взаимную поддержку. Для педагогов промо-ярмарка стала отличной возможностью не только для демонстрации своих идей, но и для обмена опытом с коллегами из других образовательных учреждений. Организаторы планируют продолжить проведение этого мероприятия с привлечением еще большего количества педагогов и гостей. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. В Якутске чествовали активистов профсоюзного движения. На сегодняшний день Федерация профсоюзов Якутии объединяет 22 организации с общей численностью более 170 тысяч человек. Среди них есть люди, которые стараются защитить интересы трудящихся, прилагают все усилия для соответствия Трудовому кодексу. Кроме того, профсоюзные лидеры – это маяки общественных работ. Они являются хорошим примером в профсоюзном движении. Отметили на торжественном мероприятии и вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Благодаря всем мероприятиям, которые проводит Федерация, Риском профсоюза медицинских работников, у нас буквально выросли за этот год порядка 12 активных лидеров среди молодежи, которые принимают активное участие, которые сдружились. Я думаю, что мы в нашей первичной профсоюзной организации в следующем 2024 году будем внедрять новые, современные методы работы, мотивации к профсоюзному членству. В Доме дружбы народов имени Кулаковского прошел вечер памяти в честь 95-летия народного писателя Кыргызской республики, дипломата Чингиза Айтматова. Он является автором многих книг. Одно из произведений Айтматова было переведено на 176 языков мира в 128 странах, в том числе и на якутский язык. В 1982 году якутский режиссер, народный артист Андрей Борисов поставил свой первый дипломный спектакль по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Желанный мой голубой берег». Этот известный якутский спектакль стал визитной карточкой СК Академического театра и живет на сцене уже более 37 лет. В Саха академическом театре имени Платона Юнского будет показ неделя спектаклей по мотивам произведения Айтматова. Сейчас, оказывается, 3. И новая идея еще зарождается. Возможно, 4-й спектакль поставят. Это будет весной, наверное. Продолжается еще сотрудничество с Министерством культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия.
100 лет исполнилось со дня рождения Василия Иванова, личности, имеющей историческое значение не только в республике, но и во всей стране. Василий Давыдович – ветеран Великой Отечественной войны, человек с неординарной судьбой и сильным характером. В мирном к столетию ветерана собрались общественность и близкие родственники, чтобы почтить память. Подробности у Марийки. Сегодня Василию Давыдовичу Иванову исполнилось бы 100 лет. Он относится к поколению фронтовиков, которых называли «оплавленные Сталинградом». Молодой автоматчик в уличных боях был ранен и после излечения отобран в части по охране тыла. Его задачей была борьба с диверсантами, поиск и ликвидация окруженных частей, борьба с бандитами и предателями. Еще год после окончания войны он отлавливал бандеровцев в Карпатах. В составе советского караула опытный сержант был участником Потсдамской конференции и Нюрнбергского трибунала. А потом была демобилизация, служба в милиции и переезд в молодой мирный. Родился в далеком чеченском наследии. Человеку, которому выпало на эту долю очень много испытаний. Человек с маленькой далекой деревни дошел до европейских так стран, как он раньше говорил. То есть, наверное, если бы, может быть, даже если не война, он бы, наверное, никогда там и не побывал. Но жизнь была, конечно, и тяжелая, все, но он умел отделять войну от мира. Поэтому для нас дед, как для нас потомков, является, конечно, большим примером. Василий Давыдович стал отцом 7 детей, дедом 19 внуков и более 30 правнуков. Воспитал 2 сирот-племянников. Наследники Василия Давыдовича помнят его жизнерадостным, с искринкой юмора в глазах. Они гордятся его достойно прожитой жизнью. Я горжусь вообще прадедушкой, потому что он очень сильный человек. У него была очень-очень сильно непростая жизнь. Он пережил очень много всего в своей жизни. И я считаю, что мой прадед является для меня кумиром. Он пример для подражания, каким можно быть достойным человеком, который верит в человечность, то, что есть добро в мире, и всегда готов помочь, и дальше радуется жизни, несмотря на все, что он прошел. В Мирном сегодня прошел памятный митинг, посвященный столетию ветерана, где приняли участие общественность района, близкие и родные Василия Давыдовича. Мероприятие, посвященное памяти ветерана, одновременно проходит и в родном Вилюйском Улусе, где этим летом в честь славного якутского сына была установлена памятная серге в честь столетия. Мария Ким, Анна Васильева. Также в Якутии идет подготовка к столетию со дня рождения Николая Тарского, организатора физкультурно-спортивного движения в республике. Ход подготовки рассмотрели на совещании организационного комитета у вице-премьера Сергея Местникова. Как отметил зампред, благодаря инициативе общественности и поддержке главы Якутии ведется работа по увековечению памяти Николая Тарского. В настоящее время идет капитальный ремонт стадиона Туймада его имени. В селе Барагонцы построен многофункциональный спортивный комплекс, которому также присвоено имя Николая Тарского. А к юбилею в январе будут приурочены чемпионат республики по вольной борьбе в селе Барагонцы и первенство республики по вольной борьбе среди юношей. Последние крупные соревнования по северному многоборью проводят в Якутске. 7 сильнейших команд ведут борьбу за обладание переходящим Кубком Федерации. В каждой команде может быть неограниченное количество участников, но в командный зачет пойдут лишь наилучшие результаты по 6 возрастным категориям. Подробнее о соревнованиях в сюжете Александра Хавренко. Соревнования многоборцев еще называют соревнованием универсалов. Один человек участвует в нескольких спортивных дисциплинах, где важны и скорость, и ловкость, и выносливость, и меткость. Северное многоборье включает в себя 5 дисциплин, но на Кубке Федерации из-за холодов решили отказаться от бега с палкой по пересеченной местности и метания топора. Проходит по 3 видам, потому что, так как на улице холодно, решили провести тройной национальный прыжок, метание аркана на горе и прыжки через нарты. Всего сейчас участников 48 и 7 команд. Действующим чемпионом является Верхневилюйский улус. Уже 2-й год кубок находится у них, то есть переходящий кубок. Но в этом году тоже сейчас борется именно Верхневилюйский и Чурапчинский улус. В каждой команде может быть неограниченное количество участников, но в зачет идут только самые лучшие результаты.
Солидный вклад в успех команды Черепчинского УЛУСа внес Артемий Слепцов, показав лучший результат среди юниоров в метании аркана. Я начал с 21 года, летом. Мы с тренером пошли в лагерь. Почему я выбрал Северное Многоборье? Потому что здесь 5 дисциплин. Кратко сказать, это круто. Много медалей еще, может, так. Я люблю бег по пересеченной местности и аркан. Завтра у спортсменов заключительный день соревнований в дисциплине прыжки через нарты. И именно там и решится судьба кубка. Останется ли он в Верхневилюйске или переедет к новым владельцам до следующего года. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.